Мир вашему дому. Как поживаете? Алхамдулилля, неплохо. Как ты? Алхамдулилля, нормально. Салам алейкум. Маша Аллах. Пусть Всевышний дарует тебе наилучшее исцеление. Рабия у нас знаменитая. Алхамдулилля. Много людей откликнулись на вашу просьбу. Это очень радует, что люди такие добрые, отзывчивые. Пусть всем Всевышний вернет многократно. Алхамдулилля. Как вас зовут? Исмаил. Исмаил. Очень приятно. Вы вообще, вот, когда начинали сбор, это небольшая, это не маленькая сумма, это 150 миллионов. Нет, изначально это Как было вы думали, 180. Вы думали, что это соберете такую сумму? Изначально нет. Я тоже, как сказать, думал, что мы никогда не соберем эту сумму. Был против этого сбора, но жена как бы сказала то, что иншаллах, по воле Аллаха сделаем это, как получится. Но потом увидели то, что произошло в КБР, как собрали этому мальчику. И после этого, по воле Аллаха, так получилось, то, что и нам начали также собирать. Сумму, весь сбор собрали вам, недавно долго, много не ходили, закрыли вам полностью сбор. Что у вас было на душе вообще? Просто интересно, вот, когда вы собрали эту сумму и вы поняли, что милость Всевышнего Аллаха, она безгранична. И что у вас было вообще? Что ты почувствовал? Что семья почувствовала? Тут я хотел просто тоже спросить. С одной стороны, это облегчение. Облегчение то, что уже закрылся сбор, завершился. И у нас, как сказать, просто нет слов. Да, как сказать, не верилось, то, что так, этот день настанет когда-либо. Но, альхамдулилля, произошло так. Получилось так, что по воле Аллаха закрыли этот сбор с помощью волонтеров, с помощью добрых людей, которые помогали. Да воздаст Аллах благом всем им в многократном размере. На просторах Инстаграма я у одного хорошего человека заметил пост Рабия и начал интересоваться. Потом увидел много волонтеров, людей, которые делали репосты. Ко мне тоже много обращались люди, чтобы я начал сбор денег, чтобы они тоже могли принимать участие в этом проекте, в проекте Безликого. И я придумал такой аукцион, чтобы разыграть мою сумку вот эту и все вырученные средства, чтобы направить Рабия. И потом много людей писали, чтобы я не продавал сумку, брал с аукциона. Они сказали, мы закроем сбор. И так как я уже обещал, что сумку я поставлю на аукцион, я им объяснил это. И потом один щедрый человек по имени Бекхан поставил сразу максимальную сумму 1,5 миллиона. Стал победителем данного аукциона. Я лично поехал к нему, отдал сумку, но он обратно вернул и сумку, сказал, продолжай с этой сумкой свои добрые деяния, отдал эти деньги. И с этой целью мы приехали к вам. Сейчас я по воле Всевышнего передам вам эти деньги. И мы поедем. Джазакаллах хайран, брат. Да воздаст Аллах благом Бекхану тоже, то что... Пусть Всевышний нашей сестренке дарует наилучшее исцеление. Мы все делали и будем делать дуа за всех детей во всем мире, чтобы они все были живы, здоровы. С твоего позволения мы поедем. Джазакаллах хайран вам всем, братья. Я хотел бы тоже напоследок сказать, если не против, если не против. Ассаламу алейкум, еще раз, братья. Наш брат с Ингушетии приехал к нашей сестре Рабии, у нее оставалось там 1,5 миллиона, который нужно было закрыть сбор. За то, что осталось 1,5 миллиона, зная это, наш брат соседней республики. Мы говорим ингуши, чеченцы, говорим другие нации, но все то, что нас сплочает, это наше единство, это наша религия, ислам.
Хвала Аллаху, что Всевышний Аллах даровал нам таких братьев, которые с другого конца города, вообще бывает, что люди вообще с другого с конца мира вообще отправляют, помогают. И вот наш брат приехал, он с того времени, как он начал свое это все, он закрыл лицо. Даже разговаривая со мной, он максимально пытался не показывать свое лицо. Это показывает качество брата, который искренне ради Аллаха делает. Мне было, честно сказать, тяжело это все скрывать, но брат отдал свою сумку, сделал аукцион, и брат один из Ингушетии пожертвовал такую сумму. Я долго думал, почему именно наш брат из Ингушетии написал мне и захотел со мной, имеется в виду, именно увидеться и сюда оказаться здесь. Все то, что в нашей жизни происходит, это предопределение Всевышнего Аллаха. Пару дней назад, перед тем, как написал мне брат, мне обратилась сестра, она сама из Брибаша. Она в очень тяжелом положении, у нее ребенок какими-то проблемами очень сильным. Она сама в очень тяжелом положении, она всю жизнь нуждается в лекарствах. Есть видео, которое вы, наверное, увидите на моей странице. Вот это видео. Это ее ребенок. Сестра, я хотел бы спросить, у тебя в данный момент какая тяжелая ситуация, ты находишься? Я сам сейчас в данный момент нахожусь в Избербаше. Ты неоднократно мне писал. Это на моей странице, вы можете понять. Эта сестра очень в тяжелом положении, и она сирота, у нее нет отца и матери, и у нее нет возможности. Ей нужно на операцию 150 тысяч рублей. Хвала Аллаху, но Всевышний Аллах не даровал мне таких возможностей. Если были бы у меня такие возможности, я бы это сделал бы, отдал бы сам эти 150 тысяч, чтобы она в Санкт-Петербурге сделала операцию. Придя сюда, я много думал, почему именно брат мне написал. Я хотел бы, да, по позволению, это мы можем и вырезать, как будто этого всего не было, чтобы вы понимали, как будто это не говорил. А могут эти люди просто с этой суммы, которую дали 1,5 миллиона, сестре, это 10-я часть этой суммы, передать нашему же брату, и чтобы он со мной поехал. Вот сейчас мы поедем ночью в Избербаш к этой сестре и передадим эти деньги, чтобы брат сам передал. Это будет милость Всевышнего Аллаха. Получается, брат собрал им деньги, у них закрытый сбор. Но я считаю, что 150 тысяч рублей, если мы поедем туда и передадим этой сестре, это все то, что в нашей жизни происходит, предопределение Всевышнего Аллаха. Я всего лишь сейчас создаю причину. Сестра, иншаллах, нуждается в дуа. Единственное ее спасение — это не деньги, которые собрали 150 миллионов 400 тысяч. Это просто деньги. Единственное то, что может помочь нашей сестре, не укол. Все то, что может помочь, это милость Всевышнего Аллаха. Только Всевышний Аллах может даровать и здоровье, и может его забрать. Из-за этого я считаю, что эти 150 тысяч этой суммы, переданные в Избербаше вот этой сестре, которая сирота, которая нуждается в операции, в тяжелом положении, у нее очень много болезней, я думаю, что в этом было бы благо. А как поступят сам брат, это их решение. Если они согласны дать оттуда сумму, я бы хотел бы сейчас этим братьям поехать туда, отсюда туда ехать почти час там. Ну, мы могли бы дать эти деньги и от ее имени, сестры имени Рабии, могли бы дать. По воле Аллаха все братья и сестры помогали нам. По воле Аллаха мы собрали эту сумму. И брат наш, Ойс, нам по воле Аллаха выставил свою сумку на аукцион. И Бекхан купил его. Я отсюда отдал эти деньги. Алхамдулилля. Мы можем пожертвовать отсюда 150 тысяч. Я хотел бы, чтобы ты не ради моих слов, а Не, ради брат. Аллаха. Не, брат. Я когда твой ролик увидел сегодня, я сам бисмилля сделал. Маша Аллах. Ты видел этот ролик? Да. Я сам бисмилля сделал, брат. На, брат. Бисмилля. От нашей семьи для этой сестры. Пусть Всевышний будет доволен вами, нами, всеми. Рабии желаем скорейшего выздоровления. Аминь. Всем. Салам алейкум. Алейкум ассалям. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалям.